Аборты и осложнения, связанные с ними, включая инвалидность, материнская и детская смертности, были и остаются серьезными проблемами для Кыргызстана. Планирование семьи, выбор разумных периодов между родами и обеспечение доступа женщин репродуктивного возраста к современным средствам контрацепции помогут сократить число таких случаев. Это особенно актуально для тех женщин, кто входит в группы высокого медицинского и социального риска по материнской смертности. С 2018 года в Кыргызстане действует программа планирования семьи, по которой Минздрав получает из бюджета 3 миллиона 200 тысяч сомов на покупку контрацепции для женщин репродуктивного возраста из медико-социальной группы риска с ежегодным увеличением суммы на 1 миллион. На эти деньги страна путем проведения централизованных государственных закупок приобретает контрацептивы, входящие в перечень жизненно важных лекарственных средств. Но существует несколько сложностей. Во-первых, данный перечень препаратов весьма ограничен. Выбора у женщин репродуктивного возраста достаточно мало. Во-вторых, высокая рыночная стоимость, особенно в отдаленных регионах, позволяет закупать в стране гормональные контрацептивы только одного вида – это комбинированные оральные препараты. В-третьих, гуманитарных поставок контрацептивных препаратов в страну нет. По данным Минздрава Кыргызстана, за 2023 год материнская смертность в стране снизилась на 20,2%. Но республика по-прежнему занимает одно из первых мест по этому показателю в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Женщинам необходимо соблюдать интергенетический интервал между беременностями, чтобы сохранить репродуктивное здоровье. Он составляет не менее 2-3 лет. Сокращение интервалов между родами может привести к появлению у женщины анемии и других патологий, которые и приводят к неблагоприятным исходам последующих беременностей и рождению детей с различными заболеваниями. Согласно официальной статистике Минздрава Кыргызстана, 8% женщин рожают дважды в год и 22% женщин рожают от 2 лет и менее. В 2023 году Министерство здравоохранения Кыргызстана одобрило 7-летний план или обязательство планирования семьи 2030. Один из его обязательных пунктов – это регулярное государственное финансирование для увеличения охвата женщин репродуктивного возраста медико-социальной группы риска, использующих средства контрацепции, у которых есть вероятность материнской смертности. Партнер государства в процессе закупок средств контрацепции – это Фонд ООН в области народонаселения – ЮНФПА. Цель совместного сотрудничества заключается в том, чтобы страна могла бесплатно предоставить населению качественные и безопасные препараты. ЮНФПА, как ведущее агентство ООН в области поставок товаров репродуктивного здоровья, помогает Министерству здравоохранения Кыргызстана рационально использовать свои ограниченные ресурсы, но при этом не экономить на здоровье населения. Каталог продукции ЮНФПА содержит разнообразные качественные контрацептивы, фармацевтические препараты и наборы, связанные с репродуктивным здоровьем, а также материалы для переписи населения и гуманитарные материалы для использования в кризисных ситуациях. Планирование семьи способствует созданию стабильных и здоровых отношений. Оно позволяет женщинам достигать своих целей, а также строить мир, в котором каждая беременность желанна и каждые роды безопасны.